Гагаузия отметила 71-ю годовщину Великой Победы. В нынешнем году традиционное возложение цветов на мемориальном комплексе воину-освободителю началось раньше на 1 час, в отличие от прошлых лет, поскольку 9 мая совпало с православным праздником Радоница. Под звуки марша военных лет общественность Гагаузии торжественным шествием прошлась по центральной улице Камрата к памятнику воинов, освободивших наш город в августе 1944 года. Мы должны помнить тех людей, которые защищали нас, тех людей, которые отдали свою жизнь за свою родину. И чем больше мы будем помнить об этом, тем мы будем спокойнее и будем жить в мире. Это самое главное для нас. Участники возложения цветов по велению своего сердца вышли на данное мероприятие, чтобы отдать свой долг гражданский тем, кто героически погиб в Великой Отечественной войне. Мы должны почтить память тех людей, которые дали нам возможность развиваться и жить дальше, нам и нашим детям. Чтобы оно никогда больше не повторялось, чтобы мы никогда не видели тучи войны, чтобы видели фейерверки, салюты, чтобы наши дети никогда не знали о ужасах войны, кроме того, что по книжкам и по фильмам. И победы, которые у нас будут, кроме вот этой победы, которую мы сегодня празднуем, пускай будут спортивные и другие, но не победы в военных действиях. Наверное, надо побольше смотреть фильмов, которые освещают войну, страшную войну, где погибли наши прадеды, наши родители. Поэтому чтить память сегодняшний день каждого человека долг. И я очень сожалею, что этого не понимают многие. Мы ежегодно отмечаем этот памятный день, особенно дети тех, кто воевал. У моего отца было 7 братьев, и он только один пришел с войны. Поэтому не помнить этот день – просто одно кощунство. А сколько в концлагерях уничтожили детей, женщин, невинных людей и со всех стран, которые сегодня где-то, выполняя, может быть, какой-то чей-то заказ там политический, пытаются ломать историю. Особенностью проведения нынешнего празднования Дня Великой Победы является акция «Бессмертный полк», которая в Гагаузии состоялась впервые. Акция организована с целью, чтобы молодежь знала настоящую историю своего края, так как есть попытки исказить ее подлинность, отметил начальник управления спорта и молодежи Гагаузии Максим Болгар. Необходимость в том, для того, чтобы была память, потому что это наша история, это трагические страницы нашей истории. Но мы должны об этом знать, потому что есть сегодня много фильмов, много рассказов, но и тем более сегодня очень много попыток исказить факты, исторические факты. Поэтому наша задача управления молодежи и спорта, исполнительного комитета, привлекать как можно больше молодежи к патриотическим мероприятиям. Помнить подвиги наших прадедов, что они дали нам нашу жизнь, они защищали нас, боролись за нас. Большое им спасибо, мы должны быть им благодарны за это. Это мой прадедушка Ермолаев Константин Иванович. Старший техник, лейтенант, закончил войну под Прагой, по-моему. После этого был военным комиссаром в городе Бендеры. Это Колев Георгий Георгиевич, он гагауз по национальности, он тоже участник Великой Отечественной войны. Это вообще очень хорошая акция тем, что она показывает, что и наш народ участвовал в Великой Отечественной войне, и они претерпели не просто какие-то тягости, голодовки, но и были непосредственными участниками боевых действий, и нам тоже есть кем гордиться. Думаю, это правильно, что мы проводим такие акции, потому что тем самым мы показываем, что мы помним этих людей, что мы помним, что они сделали для нас, ведь благодаря им мы живем. Это портрет моей классной руководительницы Майи Владимировны. Это ее дедушка Степанов Иосиф Иванович. Вечером, в День Победы, на мемориальном комплексе воину-освободителю был проведен праздничный концерт «1418 свечей».